нас есть некий официальный зал презентационный, который вроде как бы рассказывает об истории города, но это другая совершенно история, официальная история организации, каких-то там предприятий и прочее. А вот той экспозиции, которая бы рассказывала о повседневной жизни, там, 50-х, 80-х, ее до сих пор не было. Нет выставок, посвященных советскому прошлому. Оно до сих пор как будто бы не проявлено, оно до сих пор не отрефлексировано, оно не осмысленно. Ошибка, которая происходит, она происходит на пространстве всей нашей страны. Это склад предметов советского времени. Все заполняют помещение. Говорят, давайте мы сейчас вернемся с вами в советское время и посмотрим, как здорово мы жили. И по факту получается, что жили-то мы не очень здорово. Потому что когда приходит туда молодой человек, он вообще не понимает, нафига это надо. Это какой-то не нужный никому девайс. Ничего интересного нет. Когда приходит человек пожилой, он говорит, ну вот видишь же, эту же штуку, это же специально на этой штуке мы стирали белье. Называется это такая вот доска рифлёна. И в этот момент он сам понимает, что как же это было ужасно, как это было неудобно стирать на такой штуке белье. Мы решили сделать экспозицию, которая сформируется через несколько лет, постепенно, шаг за шагом набирая информацию. Но когда это произойдет, то в результате мы получим самостоятельный проект, который сделали сами горожане, сами для себя. Там пространство пока, оно белесое такое, оно непонятное, оно оформлено в нейтральных тонах, оно как бы блеклое, такое, как будто бумага. И вот только внося туда предмет, который начинает обрастать личной историей, мы делаем его разноцветным. В центре этого пространства у нас будет стол. Это стол, на котором мы планируем проводить, называется, предмет дня. Смысл такой. Мы выставляем предмет и просим зрителей оставить нам воспоминания про этот предмет. При этом мы упростили эту задачу в форме анкеты. Наша задача здесь как раз собирать воспоминания, заполнять постепенно это полки, при этом не только предметами, но и папками с воспоминаниями. Это паспорт предмета. Мы предлагаем на каждый предмет два варианта. Составление паспорта, где наш зритель знает, что это, и он берет анкету, на которой написано «Я знаю, что это за предмет». И зритель, который не знает, тогда он берет анкету «Я не знаю, что это». Филмоскоп немножко почитать. У нас сегодня было исследование. Его исследовало с 1989 года человек, который жил в этом городе. И он совершенно точно знает, что это филмоскоп. Что мама, папа и брат и соседи пользовались, что это 9 из 10 ценность этого предмета. Что он модный, престижный, дефицитный, редкий в те годы. И есть такое удивительное воспоминание, что главное, что всегда тщательно выбиралась простыня, желательно новая. И почему-то всегда диафильмы смотрели в моей самой маленькой комнате.